Представитель Джулдушалиева. Кто из вас выступит с основным докладом? Можно будет, если я вот начну, и у нас выступающих будет двое человек, Бектур Усманбаев и вот Усманалиева Айнура. Я вот начну, и Бектур Усманбаев продолжит. Хорошо. Тогда слово для выступления предоставляется Усманалиевой Айнуре Мусаевне. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые судьи Конституционной палаты, уважаемые участники сегодняшнего судебного разбирательства, основанием для данного обращения является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли абзац 2 статьи 4 Закона о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, части 3 статьи 5, частям 2, 3 статьи 16, части 2 статьи 31, части 3 статьи 99, статье 104 Конституции Кыргызской Республики. Данная неопределенность выражена в том, что оспариваемая норма наделяет президента необоснованными привилегиями, по нашему мнению, при судебной защите своей чести и достоинства, которые обязывают Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики обратиться в суд от имени президента за защитой его чести и достоинства и представлять его интересы в суде. Таким образом, оспариваемая норма наделяет президента более высоким уровнем защиты в гражданских исках о защите чести и достоинства, что ставит в неравное положение других участников судебного процесса только лишь на основании должностного положения президента Кыргызской Республики. И мы считаем, что противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом и судом. Более того, неопределенность возникает в том, что оспариваемая норма, несмотря на отсутствие таких полномочий у Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в Конституции, обязывает ее осуществлять защиту чести и достоинства президента Кыргызской Республики. При этом обоснование о том, что честь и достоинство президента Кыргызской Республики приравниваются к государственным интересам, по нашему мнению, являются несостоятельными, поскольку, представляя интересы государства, Генеральная прокуратура выступает от имени Кыргызской Республики, но никак не от имени президента. Те статьи, которые мы ставим на соответствие этим статьям, я вот их кратко про них пройдусь. Статья 5 Конституции Кыргызской Республики, часть 3, гласит о том, что государство, его органы местного самоуправления, их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных Конституцией и законами. Часть 2 статьи 16 предусматривает, что Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, образования, происхождения, имущественного и иного положения, а также других обстоятельств. Не является дискриминацией специальной меры, установленной законом и направленной на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. Часть 3 этой же статьи гласит о том, что в Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. Часть 2 статьи 31 Конституции предусматривает, что каждый гражданин имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и свободу печати. Статья 99, часть 3 предусматривает, что судопроизводство Кыргызской Республики осуществляется на основании состязательности и равноправия сторон. Статья 104 Конституции предусматривает, что прокуратура составляет единую систему, на которую возлагается надзор за точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти, а также другими государственными органами, перечень которых определяется конституционным законом. Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствие. Надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан. Представительство интересов гражданина и государства в суде в случаях, определенных законом. Я к этому еще далее вернусь в своем выступлении. Далее, поддержание государственного обвинения в суде и возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц, государственных органов, перечень, который определяется конституционным законом. Мы также приводим в своем обосновании нашей позиции соответствие указанной нормы статьи международным документам о правах человека, участниками которых является Кыргызская Республика. Это Всеобщая декларация прав человека, я зачитывать их не буду, они общеизвестны, и Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция Содружества независимых государств,
Все эти документы говорят о том, что все равны перед законом и судом, и имеют равные права, без всякого различия, имеют право на защиту закона. Однако, вот как мы видим, по нашему мнению, мы считаем, что оспариваемая нами норма в нарушении озвученных мной конституционных положений, в нарушении международных документов, участницей которых является Кыргызская республика, предоставляет привилегии президенту как одной из сторон судебного разбирательства, которое выражается в том, что его интересы представляет именно Генеральная прокуратура, тем самым нарушая конституционный принцип равноправия и состязательности сторон. Само понятие равенства и равноправия, равенства всех перед законом, означает важнейший принцип демократии, согласно которому все граждане равны перед законом, независимо от их расы, национальности, религиозных убеждений, политических, от их должностного положения. Равноправие делает акцент на правах человека и их ограничениях. Предметом особого внимания является законодательная защита прав и равный доступ всех граждан к правовой системе. Равенство всех перед законом исключает одинаковую обязанность граждан соблюдать законы и равное отношение правоохранительных органов к различным нарушителям одних и тех же норм. Последнее тесно связано с принципом верховенства права, поскольку требует, чтобы законы в равной степени относились к тем, кто их издает, и к тем, кто обладает верховной властью. Правосудие не должно приниматься во внимание, правосудием не должно приниматься во внимание происхождение, власть, обеспеченность или общественное положение стоящих перед ним лиц. Юрисдикция судов, которые выносят постановления по делам обычных граждан, должна распространяться на всех граждан. Правосудие осуществляется единой судебной системой, как это известно. В Кыргызстане отсутствуют какие-либо сословные суды, предназначенные для рассмотрения отдельных дел субъектов. Суды рассматривают, разрешают гражданские дела, руководствуясь единой процессуальной формой. Лица, обладающие определенным статусом, наделены равными правами и несут равные обязательства перед законом и судом. Например, если стороны равны, им принадлежат равные права, гарантированные государством, свидетели обладают равными правами, истцы, ответчики обладают равными правами и несут наряду с этим равные обязанности. Равенство всех перед законом проявляется в единстве права, которое принимается одинаково ко всем субъектам гражданских процессуальных правоотношений. Законодательство, конечно, может устанавливать определенные льготы для некоторых субъектов. Например, введение альтернативной подсудности или исключительной подсудности, освобождение от уплаты судебных расходов и так далее. Вместе с тем, подобные льготы не нарушают принцип равенства перед законом и судом, так как льгот установлено немного, и все лица, находящиеся в единой исходной ситуации, обладают единым общим правом использовать эту льготу, то есть претендовать на нее. Принцип состязательности неотделим от равноправия сторон в гражданском процессе. Именно равноправие сторон, с одной стороны, уравновешивает состязательность, с другой создает предпосылки для развития этой состязательности. Принцип равноправия сторон в гражданском процессе является проявлением более общего принципа равенства граждан всех перед законом и судом. Состязательность в совокупности с равноправием сторон способствует вынесению законного и обоснованного судебного решения. Поскольку мы ставим в своем обращении на соответствие статье Конституции, предусматривающей равенство и запрет на дискриминацию, также исходя из понятия дискриминации, это дискриминация в соответствии с общеизвестными словарями Ожегова, это отношение по-разному к лицам из одной категории, создавая неравенство между ними. Также это умаление какой-либо группы граждан по мотивам их национальности, расы, пола, имущественного или должностного положения их прав, а также предоставление одним гражданам более меньших прав, чем другим гражданам. В целом, дискриминация означает любое различие, исключение из предпочтения, отрицающее или умаляющее равное отношение прав. Дискриминация называется лишение отдельных лиц, групп или целых сообществ равных социальных, политических, экономических прав, преследование по причине равного этнического происхождения, национальности, мировоззрения, имущественного положения и других факторов.
В своих проявлениях дискриминация имеет две основные формы. Дискриминация де юре и де факто. Де юре дискриминация это проявляется именно в тех случаях, когда она закреплена в законах. Де-факто может осуществляться долгое время и прочно укорениться в обычаях и институтах общества. Устав Организации Объединенных Наций исключает расовую, политическую, религиозную и другие виды дискриминации в международных отношениях. Всеобщая декларация прав человека также запретила все формы дискриминации. В международных конвенциях по правам человека предусматривается, что страна, их ратифицировавшая, обязана уважать и обеспечивать всем людям, находящимся на ее территории и в пределах ее юрисдикции, права человека без каких-либо различий. Применительно к предмету рассматриваемого сегодняшнего вопроса, мы считаем, что часть оспариваемой нами нормы противоречит также и части 1 статьи 29, которая гарантирует, что каждый имеет право каждый имеет право на защиту чести своей достоинства, и также каждый имеет право на свободу слова. Другая статья Конституции. Статья 29 Конституции гарантирует, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и защиту чести и достоинства. Под словом «каждый» подразумевается, что каждый человек, гражданин, лицо без гражданства, беженец, а также юридическое лицо. Не исключением также являются, конечно, и должностные лица, высшие должностные лица. Это может быть президент, это может быть премьер-министр, это может быть Төрага Джору Кенеша. Поскольку они наравне с другими гражданами обладают одинаковыми правами на защиту своей чести и достоинства, на неприкосновенность этой частной жизни. И, соответственно, они перед судом становятся в равной позиции со всеми гражданами, которые также обладают этим правом. Данная статья не только гарантирует право каждого гражданина на защиту его чести и достоинства, но и в системной взаимосвязи с другими статьями определяет порядок осуществления защиты своей чести и достоинства для всех на равных основаниях. Тем самым Конституция обязывает государство предусмотреть разумный и справедливый механизм защиты нарушенных прав, обеспечивающий баланс между свободой выражения мнений и распространения информации и правом на защиту своей чести и достоинства. Однако осуществление защиты чести и достоинства президента Генеральной прокуратуры является чрезмерной, необоснованной мерой защиты. При обстоятельствах, когда президент считает, что задеется его честь и достоинство, он вправе с другими гражданами самостоятельно обратиться в судебные органы. При этом президенту нет необходимости, к примеру, лично присутствовать в судебных заседаниях. У нас имеется институт судебного представительства. Достаточно оформить надлежащим образом доверенность на представительство интересов в судах, и он сможет таким образом воспользоваться своим конституционным правом. Свобода убеждений и свободное выражение является одним из основополагающих фундаментальных прав человека, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека ООН, а также ряде важнейших международных документов. Свобода слова состоит из двух ключевых элементов. Это свобода беспрепятственно придерживаться личного мнения, а также свободно распространять и выражать свое мнение. В свою очередь, свобода выражения включает в себя право искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственной границы. Это включает в себя передачу, получение сообщений, содержащих различные идеи и мнения, которые могут быть переданы другим лицам, в том числе политические и религиозные выступления, комментарии на личные политические темы, сбор информации, обсуждение вопросов прав человека, журналистская деятельность. Свобода выражения своих убеждений включает все формы способа распространения мнений, к которым относится устная и письменная речь, книги, газеты, а также все виды аудиовизуальных, электронных, основанных на интернет-технологиях средств выражения. Указанное право, по нашему мнению, включает в себя не только право на выражение своего мнения, свободу слова и печати, но и отсутствие норм, умаляющих и ограничивающих данное право, установление оспариваемой нормы специального правового механизма защиты чести и достоинства президента допускает существование особой привилегии, обеспечивающей ему своего рода иммунитет от публичной критики. При этом любая критика, какой бы она конструктивной ни была, в рамках этого специального правового механизма будет по определению считаться оскорбительной и порочащей честь и достоинство, относя тему критики президента к категории запретных тем.
Свобода слова, как фундаментальное естественное право человека, не может быть принесена в жертву защиты отдельного высокопоставленного лица. Далее, следующий пункт – это расширение круга полномочий Генеральной прокуратуры, на который мы обратили внимание при подготовке своего обращения. В статье 104 Конституции определено место и роль органов прокуратуры в системе государственных органов Кыргызской Республики, а также определен конкретный перечень полномочий, который я зачитала. Согласно части 3 статьи 5 Конституции, государства и органы местного самоуправления, их должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных Конституцией и законами. Таким образом, Конституция определяет исчерпывающий перечень полномочий Генеральной прокуратуры, и законодатель не вправе расширять этот перечень. Такой же позиции придерживается и Конституционная палата в своем постановлении от 30 января 2014 года, где она установила, что Конституция, именно статья 104, прямо и исчерпывающим образом установила полномочия прокуратуры. Прямое установление в Конституции конкретных полномочий определенного государственного органа носит императивный характер, означает непосредственную их реализацию и недопустимость их передачи другому органу. Следовательно, полномочия, установленные непосредственно в Конституции, не могут быть изменены, расширены или ограничены законом. Указанное вытекает из части 3 статьи 5 Конституции, в соответствии с которой государство и его органы местного самоуправления и их должностные лица не могут выходить за рамки своих полномочий. Как следует из нормативного содержания статьи 104 Конституции, у Генеральной прокуратуры отсутствует такое полномочие, как защита чести и достоинства именно президента Кыргызской Республики. Следовательно, мы приходим к выводу, что законодатель наделил Генеральную прокуратуру вышеуказанным полномочием в нарушение статьи 104 и части 3 статьи 5 Конституции. Очевидно, что конституционные нормы, определяющие правовой статус высших государственных органов и должностных лиц, не должны произвольно расширяться и дополняться законодательными актами. Государственные органы, в том числе и прокуратура, не должны наделяться функциями, не свойственными их юридической природе, их конституционному предназначению. Считаю, что несостоятельны те доводы, которые мы увидели в позициях, несостоятельны о том, что полномочия Генеральной прокуратуры по защите чести и достоинства президента реализуются в рамках 4 статьи 104 Конституции представительства интересов гражданина и государства в суде в случаях определенных законов. Поскольку из нормативного содержания данной нормы следует, что органы прокуратуры имеют полномочия представлять интересы в суде именно государства, а не интересы президента. Безусловно, согласно статье 60 Конституции, президент Кыргызской Республики является главой государства, олицетворяет единство народа и государственной власти. Однако ни одна норма Конституции не отождествляет интересы государства и интересы президента, и тем более защиту его чести и достоинства. Мы считаем, что если бы авторы Конституции желали обязать Генеральную прокуратуру отстаивать интересы президента по защите его чести и достоинства в суде, то, безусловно, эта норма нашла бы свое отражение непосредственно в статье 104 Конституции Кыргызской Республики. Доводы о возможности защиты чести и достоинства президента генеральным прокурором, как мы заметили, базируются на двух противоположных позициях, установленных пунктом 5 статьи 104 Конституции. Согласно первой позиции стороны ответчика, которая была выражена ранее, защита чести и достоинства президента является реализацией полномочий Генеральной прокуратуры по представительству интересов государства. Согласно второй позиции, которая была выражена и подготовлена, направлена в адрес Конституционной палаты к сегодняшнему судебному разбирательству, защита чести и достоинства является реализацией полномочий Генеральной прокуратуры по представительству интересов гражданина. Далее мы приведем наши доводы, почему две эти позиции, по нашему мнению, являются ошибочными. Защита интересов президента как реализация функций Генеральной прокуратуры по представительству государственных интересов. Первое. Считаю необоснованными доводы о том, что защита чести и достоинства президента является государственным интересом, и, следовательно, Генеральная прокуратура может защищать интересы президента. Ошибочность данной позиции заключается в том, что недопустимо отождествлять интересы президента и государственные интересы. Поскольку если в первом речь идет об интересах одного конституционного органа, то во втором случае речь идет об интересах всего государства. Государства в целом, о чем неоднозначно было указано в части 2 статьи 60. Нельзя отождествлять понятие государственной власти и государства.
Это не одно и то же. Государственная власть – это атрибутивный признак государства, его необходимый элемент как системного образования, поскольку фундаментальные признаки государственного организованного общества, государственная власть, управленческая основа государства, государственный народ, государственная территория. Государство – это организация общества как единого целого, управляемого специальным аппаратом власти, распространяющегося на все население страны и ее территорию. Статья 3 Конституции устанавливает, что государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципах разделения государственной власти. То есть нет такого органа или должности, который стоит над всеми остальными. Таким образом, реализуется система сдержек и противовесов, позволяющая избежать узурпации власти одним государственным органом. Исходя из действующей конструкции системы высших государственных органов, установленной Конституцией, президент, как конституционный орган, не входит ни в одну из трех ветвей власти, ни в исполнительную, ни в судебную, ни в законодательную. Тем не менее, это не означает, что президент, как конституционный орган власти, стоит выше или ниже вышеуказанных ветвей власти. Он стоит наравне с ними и осуществляет только те полномочия, которые предусмотрены в Конституции Кыргызской Республики. Таким образом, следуя логике законодателя, что защита чести и достоинства руководителя высшего конституционного органа приравнивается к защите государственных интересов, Генеральная прокуратура должна защищать честь не только президента, а также спикера Жогорку Кенеша, премьер-министра, председателя Верховного суда. Однако, как мы знаем, такого полномочия у Генеральной прокуратуры нет. Защита интересов президента как реализация функций Генеральной прокуратуры по представительству интересов гражданина. Вторая позиция. Данная позиция базируется на доводе о том, что президент является гражданином Кыргызской Республики и, следовательно, Генеральная прокуратура обязана защищать его честь и достоинство. Однако президент Кыргызской Республики – это не просто гражданин, а конституционный орган власти. Такой позиции также придерживается аппарат президента. Правовому статусу президента отведен целый ряд разделов Конституции, при этом он обладает только теми полномочиями, которые определены в Конституции. Поэтому, если бы авторы Конституции хотели бы установить особый статус в вопросе о защите чести его и достоинства, они были бы прямо отражены в статье 104 Конституции. С конкретным указанием того, что по делам о защите чести и достоинства президента должен защищать генеральный прокурор, такое бы нормативное положение нашло свое отражение в статье 104. При этом из всех категорий граждан, в том числе и социально уязвимых, такой высокой защитой наделен только президент, что является, по нашему мнению, необоснованной привилегией. Несомненно, президенту Кыргызской Республики, будучи главой государства, при отправлении публичных функций требуется наличие определенных привилегий. Это мы признаем. И это закреплено в Конституции, являющихся гарантиями эффективности выполнения должностными лицами общественно значимых государственных функций. Конституция допускает определенные изъятия и ограничения прав граждан, однако они должны соответствовать критериям, установленными частями 2 и 3 статьи 20. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законом в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свободы других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией. Защита чести и достоинства президента, Генеральной прокуратуры не направлена на защиту национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, а также защиты прав других лиц. Изъятие из равенства прав граждан может быть введено только в целях защиты конституционных ценностей, при соблюдении принципа юридического равенства и вытекающих из него критериях разумности, соразмерности, пропорциональности и необходимости. В правовом демократическом государстве такие ограничения должны искажать основное содержание данного конституционного права и посягать на само его существо, иначе оно приведет к его умалению или отмене. При этом любая дифференциация, приводящая к различиям в правах и обязанностях граждан, допустима, если она объективно оправдана, обоснована, преследует конституционно значимые цели, а использованы для достижения этих целей правовые средства соразмерны им. Указанное изъятие из прав несоразмерно целям, когда целый государственный орган в лице Генеральной прокуратуры, финансируемый из государственного бюджета на деньги налогоплательщикам, обязан заниматься мониторингом средств массовой информации в целях выявления публикаций, наносящих вред чести и достоинству президента.
а также представлять его интересы в дальнейшем в судебных органах. Вопросов защиты чести и достоинства главы государства допускаемые привилегии не могут считаться необходимыми и приемлемыми, поскольку эта привилегия не связана с эффективным осуществлением государственных функций. Более того, отсутствие обязанности у Генеральной прокуратуры защищать честь и достоинство президента не повлечет у последнего, именно у президента, нарушение его права на судебную защиту его чести и достоинства, поскольку он может самостоятельно обратиться с исковым заявлением в судебные органы. И дальше эту тему в части защиты чести личности должностного лица продолжит мой коллега Бектур Османбаев. Пожалуйста, Бектур Камилевич. Добрый день, уважаемый суд. Позвольте мне продолжить. Честь и достоинство присущи только конкретной личности, независимо от его социального и политического положения, поскольку в соответствии с статьей 16 Конституции в Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. Пленум Верховного Суда в своем постановлении о судебной практике по разрешению споров о защите чести и достоинства и деловой репутации разъяснил, что при рассмотрении дел данной категории следует принимать во внимание, что честь – это социально значимая характеристика совокупности моральных, нравственных, этических, деловых и иных качеств личности. А достоинство – это отражение этого положения в сознании личности, то есть субъективная оценка, самооценка, основанная на социально значимых критериях моральных, нравственных, этических, деловых качеств личности. Свою правовую позицию по указанным понятиям чести и достоинства выразила и Конституционная палата в своем решении от 6 ноября 2013 года. Честь относится к морально-нравственной категории, означает субъективное отношение общества к личности и оценка со стороны окружающих. Достоинство – это неотъемлемое, неотчуждаемое, бесценное право гражданина. Также это морально-нравственная категория, означающая уважение и самоуважение человеческой личности, принадлежащему независимо от того, как он сам и его окружающие люди воспринимают и оценивают его. Таким образом, понятие чести и достоинства присущи лишь только личности, как личные неимущественные права, которые никак не зависят от занимаемой должности, положения в обществе или других обстоятельств. Следовательно, при рассмотрении вопроса защиты чести и достоинства президента следует отделять президента как конституционный орган власти и президента как физическое лицо, занимающее данную должность. В силу того, что президенту как органу государственной власти не может быть причинен нравственный вред в результате оскорбления его чести и достоинства, такой вред может причинять только физическому лицу личности, поскольку он в силу своей природы, обладая физическим телом и сознанием, может испытывать нравственные страдания. Из чего можно заключить, что честь и достоинство личности, избранной на должность президента, ничем не отличается от чести и достоинства, присущей всем остальным гражданам, и не может быть ценнее или предпочтительнее честь и достоинство любого другого гражданина. Следовательно, ее защита должна осуществляться в общем порядке на равных основаниях, без предоставления каких-либо особых привилегий, связанных со статусом президента Кыргызской Республики. Именно суд должен определять, насколько информация о пороче чести и достоинства, которые без участия в деле Генеральной прокуратуры также сможет установить эти факты и определить размер компенсации в случае обращения президента в суд по доверенности. Оспариваемая норма устанавливает, что при этом генеральный прокурор Кыргызской Республики признается законным представителем президента Кыргызской Республики. Он пользуется всеми правами истца, ответчика и потерпевшего. Предусмотрен процессуальный законодательство, в том числе и на передачу своих полномочий лицам, и его полномочия на ведение дела в суде не требуют специального удостоверения. Исходя из нормативного содержания данной статьи, президент, как одна сторона судебного процесса, наделяется правами истца. Если с наделением истца, ответчика, потерпевшего, если с наделением правами истца все понятно, то есть это его конституционное право на защиту своей чести и достоинства, то наделение правами ответчика и потерпевшего вызывает большие вопросы их конституционности. Теперь приступим отдельно по ним. Относительно наделения правами ответчика генерального прокурора при защите чести и достоинства президента вызывает большой вопрос законности и целесообразности наделения генерального прокурора правами ответчика в гражданских делах о защите чести и достоинства. Во-первых, существующая конструкция судебного производства вообще исключает, чтобы одна из сторон судебного производства сразу обладала правами как истца, так и ответчика. Это напрямую нарушает принцип состязательности, стороны нарушает баланс прав. В то время как физическое или юридическое лицо, опубликовавшее сведения о порочной чести и достоинстве согласно действующим гражданскому законодательству и конституционным принципам,
наделяется лишь правами, то есть налицо прямое нарушение принципа состязательности и равноправия сторон в судебном процессе, установленной частью 3 статьи 99 Конституции. Кроме того, стоит отметить, что помимо прав процессуального законодательства наделяет сторону судебного процесса и обязанностями, о которых в оспариваемой норме ничего не указано. То есть нельзя выборочно наделить лишь правами, так как права как истца, так и ответчика судопроизводства неразрывно связаны с обязанностями. Во-вторых, даже теоретически сложно представить, каким образом президент Кыргызской вообще может являться ответчиком или наделяться правами ответчика в случае распространения сведений, порочащих его честь и достоинство. Относительно наделения правами потерпевшего. Вызывает недоумение, каким образом президент Кыргызской Республики может наделяться правами потерпевшего по делу о защите чести и его достоинства, которое рассматривает в рамках гражданского судопроизводства. Во-первых, права и обязанности потерпевшего регулируются статьей 50 Уголовного процессуального кодекса, то есть в рамках уголовного судопроизводства. О признании потерпевшим по уголовному делу следователь и судья выносит постановление только после возбуждения уголовного дела. Согласно статье 49 УПК КР, потерпевшим признается лицо, которому преступление причинен моральный, физический или имущественный вред. Таким образом, президент Кыргызской Республики не может быть признан потерпевшим в качестве должностного лица. Он может быть признан потерпевшим только как физическое лицо или гражданин. Во-вторых, в соответствии с частью 5 статьи 33 Конституции, никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности, поскольку Конституция уголовное преследование за распространение информации, порочащей честь и достоинство, в том числе и президента, то и речи о рассмотрении данных правоотношений в рамках уголовного судопроизводства быть не может. Таким образом, президент Кыргызской Республики, как сторона в судебном процессе по защите его чести и достоинства, не может наделяться правами потерпевшего, что еще раз доказывает, что оспариваемая норма не была приведена в соответствии с новой Конституцией. Запрет на уголовное преследование, распространение информации, порочащей честь и достоинство. Позиция Генеральной прокуратуры, которую она представила на предыдущем процессе, как вы знаете, да, она основывалась на том, что она указывала, что защита чести и достоинства президента Генеральной прокуратуры может быть реализована в рамках полномочий, предусмотренных в рамках части 6 статьи 104 Конституции Кыргызской Республики, которая предусматривает возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц или государственных органов, перечень которых определяется конституционным законом, с передачей дел на расследование соответствующего органа, а также уголовное преследование лиц, имеющих статус военнослужащих. Мы категорически не согласны с данной позицией, поскольку из нормативного содержания данной нормы следует, что речь идет только о возбуждении уголовных дел и только в отношении должностных лиц государственных органов, но никак не о защите чести и достоинства президента. Виктор Камильевич, давайте не отклоняться от темы вашего иска. Вы сейчас совершенно в другую плоскость уходите. Мы сейчас рассматриваем вопрос относительно конституционности статьи 4 Закона о гарантиях деятельности президента, тогда как ваши доводы касаются совершенно другого вопроса. Поэтому прошу не отклоняться от темы нашего рассмотрения. Хорошо. Даже в случае, если в отношении президента будет опубликована информация о его причастности к совершению преступления на правонарушение, то роль Генеральной прокуратуры будет заключаться исключительно в проверке опубликованной информации. Следовательно, осуществление защиты чести и достоинства президента Кыргызской Республики в рамках данной нормы не может быть реализовано. Мы настаиваем на позиции, что оспариваемая норма не была приведена в соответствии с действующей Конституцией Кыргызской Республики. Оспариваемый закон был принят в 2003 году и практически не менялся, несмотря на то, что за прошедший период времени несколько раз менялись положения Конституции, в том числе изменения, касающиеся сужения полномочий органов прокуратуры. В настоящее время органы прокуратуры, в отличие от 2003 года, уже не надзирают за гражданами, общественное объединение, юридическими лицами, организациями и учреждениями. Согласно Конституции, органы прокуратуры надзирают только за деятельностью государственных органов исполнительной власти, местных самоуправления и должностных лиц. Таким образом, прокурор изначально не может принимать какие-либо меры реагирования в отношении граждан по высказыванию своего мнения или при публикации сведений, которые могут быть расценены как порочащие честь и достоинство. В том числе это подтверждается и позиция Генеральной прокуратуры по этому делу, которая согласна, что она противоречит Конституции КР в части мер прокурорского реагирования. Согласно... Так. Чтобы не повторяться. Но хотелось бы отметить то, что оспариваемая норма была особо отмечена и ОБСЕ,
одной из наиболее авторитетных международных организаций, в своем отчете, посвященном прошедшим выборам. Ниже приведу выдержки из указанного отчета, которые находятся в свободном доступе. Статью 4 Закона о гарантии деятельности президента следует отменить, чтобы гарантировать, чтобы репутация президента засчиталась без особо необоснованных привилегий. Законодательство должно содержать приоритет применения неимущественных средств правовой защиты, а также установить ограничения по присуждению материальных компенсаций, которые должны принимать во внимание причиненный вред, доказанный истцом, а также неимущественные средства правовой защиты, уже представленные истцу. Время доказывания ложности порочных заявлений, касающихся вопросов, предоставляющих общественный интерес, должно возлагаться на истца. Относительно позиций, которые были ранее представлены нам. Первый момент, как бы уже было ответственно выше, в настоящее время, согласно Конституции, прокуратура не имеет права осуществлять надзор за законностью действий граждан. Согласно статье 104... Виктор Камильевич, эта позиция уже была высказана первым представителем Джалдашалиевой. Если что-то новое есть, пожалуйста. Повторяться не надо. То есть генеральный прокурор вообще не имеет права принимать какие-либо меры реагирования в отношении граждан, журналистов и СМИ, поскольку Конституция определены его полномочия по надзору за законностью деятельности органов государственной власти. Согласно письменной позиции Генеральной прокуратуры по настоящему обращению, норма абзаца 2 статьи Закона Кыргызской Республики в части принятия прокуратуры других мер прокурорского реагирования, за исключением обращения в суд, не может применяться, так как противоречит части 1 статьи Конституции. Так как субъектами распространения недостоверных порочащих сведений в отношении президента являются физические и юридические лица. Указанную норму, то есть оспариваемую норму, мы считаем, нужно понимать в системной взаимосвязи, а не отдельными фразами. Следовательно, по процедуре оспариваемой нормы генеральный прокурор сначала должен применить меры прокурорского реагирования для защиты чести и достоинства президента Кыргызской Республики. И только если они не принесут результатов, он обязан обратиться в суд. Таким образом, конструкция указанной статьи имеет смысл и должна рассматриваться в целом и в системной взаимосвязи, поскольку одно действие следует за другим, и без совершения одного действия применение следующего незаконно, естественно, противоречит либо или нет оспариваемого нормативного положения в части или полностью Конституции определяет Конституционная палата. Указанная позиция Генеральной прокуратуры по своему усмотрению избирательно утверждается относительно того, что противоречит Конституции, а что нет. До внесения изменений в Конституцию в части полномочий органов прокуратуры институт прокурорского реагирования используется как своеобразная мера профилактики, после применения которой отпадала необходимость применения более суровых норм, в том числе и дальнейшее судебное разбирательство, в связи с чем данная норма должна быть рассмотрена на предмет конституционности в системной взаимосвязи. Второй момент – это, с одной стороны, позиция Генеральной прокуратуры заключается в том, что оспариваемая статья противоречит в части применения мер прокурорского реагирования, так как субъектами являются физические и юридические лица. С другой стороны, они утверждают, что по результатам проверок недостоверных сведений о совершении президентом каких-либо правонарушений, а также распространения сведений, порочащих честь и достоинство, прокурор вправе обратиться в суд от его имени, который, кстати, к слову, также являются физическими и юридическими лицами. Да? Налицо явное противоречие в позиции, так как, с одной стороны, они не могут осуществлять надзор за физическими и юридическими лицами, в то же время результаты проверки этих физических лиц и юридических являются основанием для обращения в суд. В заключение хотелось бы отметить, что мы не оспариваем право на защиту чести и достоинства. Это его конституционное право, и оно должно быть обеспечено. Мы не оспариваем его высокий статус и соответствующие из этого исходящие полномочия. Мы оспариваем лишь необоснованные привилегии при судебной защите его чести и достоинства. Согласно законодательству Кыргызской Республики, суд у нас независимый и беспристрастный, и при несении решения по делу о защите чести и достоинства суд в любом случае должен будет учитывать статус президента и вытекающие из этого статуса обстоятельства. В связи с чем мы считаем, что защита его интересов в суде генеральным прокурором нецелесообразна, так как защита его законных прав может быть обеспечена при участии представителя по доверенности, который существовал до введения оспариваемого закона. Спасибо, Ваша честь. Спасибо. Присаживайтесь. Выслушаем еще одного заявителя, и потом перейдем к вопросам и ответам. Пожалуйста, заявитель Алагушев.
к трибуне. Уважаемый суд, в первую очередь мне хотелось бы поддержать ходатайство предыдущих выступающих, Усмана Алиева и Османбаева. Наши обоснования в ходатайствах где-то схожи, переплетаются, поэтому постараюсь не повторяться, ну, если поправите, не возражаю. Основной закон страны в статье 60 предусматривает особый статус фигуры руководителя государства как президента, который является главой государства, который олицетворяет единство народа и государственной власти. Однако Конституция не устанавливает каких-либо специальных принципов защиты репутации президента Кыргызской Республики. В этом смысле заложенная основа правового статуса находится в соответствии с общими правовыми принципами. В этом вопросе действующая редакция основного закона, принятая в 2016 году на референдуме, кардинально отличается от версии, учрежденной в 1993 году. Прекратившая действие Конституция в части 1 статьи 49 провозглашала следующее: честь и достоинство президента охраняются законом. Обозначенное обстоятельство представляется чрезвычайно важным в свете того, что сам закон Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики был принят и вступил в силу в 2003 году, то есть в период действия старой Конституции и до одобрения действующей редакции Конституции. В Конституцию Кыргызской Республики, принятую референдумом 27 июня 2010 года, внесены изменения законом Кыргызской Республики о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики от 28 декабря 2016 года, номер 218, принятым референдумом 11 декабря 2016 года. Указанные изменения коснулись полномочий прокуратуры. Была изложена в новой редакции статья 104 Конституции. Приведенная статья описывает полномочия прокуратуры, они очерчены в этой статье исчерпывающим способом, не указанные в ней полномочия не могут осуществляться. Статья 104 не предусматривает в числе полномочий Генеральной прокуратуры представительство интересов президента как главы государства, в частности, по делам о защите чести и достоинства. Полномочия, вверенные правоохранительной структуре, сводятся к представительству интересов отдельных граждан или государства в целом, но не его органов и институтов. Орган власти не может быть приравнен к государству в целом или к отдельному его гражданину. Иное будет означать разбалансирование сформулированной Конституцией правового статуса каждого из перечисленных субъектов. В этой связи важно подчеркнуть, что согласно части 5 статьи 1 закона Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года о введении в действие Конституции Кыргызской Республики, законы и другие нормативно-правовые акты, действовавшие до вступления в силу Конституции, применяются в части ей не противоречащей. Поскольку в новом основном законе конституционная основа для специального инструмента защиты репутации президента полностью изъята, а формирующая практика использования ранее неприменяемого закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики оказывает подавляющее воздействие на прессу и иных субъектов права, на свободу слова, остро необходимым является исследование также что является необходимым исследование конституционности и применимости положений обозначенного закона. Хотелось бы добавить еще тот момент, что в указанных нами в ходатайствах и моими коллегами тех гражданских дел, где истцом участвовал уже экс-президент Атамбаев Алмазбек Шаршенович, вопрос нами был подан в том ключе, что непосредственно генеральным прокурором была именно нарушена норма, связанная с досудебным решением. Это именно, скажем так, первый абзац статьи 4 защита чести и достоинства президента данного закона, где говорится, что в случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство президента Кыргызской Республики, генеральный прокурор обязан, если другие меры прокурорского реагирования не принесли необходимых результатов,
обратиться в суд от имени президента за защиту его чести и достоинства. Где позиция прокуратуры была о том, что данная норма уже не действует, так как ее изъяли, да, в связи с новыми поправками, которые были внесены в Конституцию. При этом абсолютно не обращая внимания, что дальше, да, все эти полномочия тоже отсутствуют в Конституции. И эта позиция, скажем, да, не была также отражена в решениях судов общих юрисдикций. Обжалуемая норма закона также находится в противоречии с основополагающими принципами гражданского законодательства, исходящего из частно-правового характера отношений по поводу защиты нематериальных благ. Согласно статье 1 Гражданского кодекса, отношения, связанные с защитой неотчуждаемых прав и свобод человека, других нематериальных благ, регулируются гражданским законодательством, поскольку оно и вытекает из существа этих отношений. Гражданское законодательство основывается на признании равенства и автономии воли участников отношений. Статья 2 ГК. Соответственно, вовлечение представителей прокуратуры в отношения сторон по поводу защиты чести и достоинства, сопровождающейся возможностью предъявления самостоятельных требований, как это предусмотрено положением статьи 4 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, не соответствует фундаментальной логике Гражданского кодекса. Ныне действующая формулировка анализируемого закона позволяет прокурору по собственной инициативе, не консультируясь с президентом, не получая от него согласия, тем самым ограничивая автономность его воли, принимать решения против граждан или средств массовой информации, подавать иски о защите чести и достоинства, а также инициировать требования о компенсации морального вреда, устанавливая любые суммы таких требований. Основной проблемой в этой ситуации видится именно в пренебрежении волей лица, чьи права нарушены. Прокурор в силу закона не только представляет президента по уже инициированным делам о защите чести и достоинства, но изначально самостоятельно решает, инициировать иски или нет, и какие требования выдвигать. С точки зрения гражданского права, такими полномочиями могут обладать только субъекты, являющиеся законными представителями полностью недееспособных или ограниченно дееспособных лиц. Генеральный прокурор не может быть признан законным представителем президента, поскольку статья 2 ГПК четко прописывает, что законными представителями могут быть только родители, усыновители, опекуны, попечители, а также представители организаций и лиц, на попечении которых находится данное лицо. В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, участие прокурора в процессе предусматривает две формы. Это полномочия вступить в дело, рассматриваемое в суде, если этого требует охрана прав, свобод и охраняемых законов интересов граждан, государственных или общественных интересов, и обратиться в суд с заявлением на защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц или неопределенного круга лиц, а также государственных или общественных интересов. В данном случае закон требует наличия дополнительных условий. Гражданин, в пользу которого обращается прокурор, должен обратиться лично в прокуратуру, и у него должны быть уважительные причины, препятствующие ему лично обратиться в суд за своей защитой. Норма гласит, заявление в защиту прав и свобод, охраняемых законом интересов гражданина, может быть предъявлено прокурором только лишь по просьбе заинтересованного лица, если оно само по уважительным причинам не может обратиться в суд. Уважаемый суд, я дальше не буду повторяться, мои коллеги полностью, в принципе, все отразили в своем ходатайстве. На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 7 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1, часть 1, статьи 20, статьи 21 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, дальше просительная часть. Спасибо.